я уверен в том, что первые голоса, которые мы услышим протестные, это голоса будут российских либералов, которые скажут и обвинят нас в сепаратизме, в расизме и во всем, что угодно. Но мы должны понимать одно, что да, российские либералы и правящие режимы, они всегда враждовали между собой. Но в одном у них сходство было в едином порыве: сохранить вот эту империю, поменять голову, как говорил, плохого царя на хорошего. И так исторически продолжается несколько столетий. Относительно сегодняшних российских либералов, когда начиналась первая военная кампания, мы помним все это. И теперь, исходя, я начну говорить о самых известных российских демократах. Ельцин, самый первый демократ России, который, выступая на Конгрессе Соединенных Штатов Америки, клятвенно заверил американцев, что Россия никогда не вернется к прежним методам правления, что они сломали хребет Российской империи, и она больше никогда не возродится. Но в 1994 году это ему не помешало начать войну. И в 1996 году, в 1999, когда он представлял Путина в качестве своего преемника, он его представил именно с такими фразами. Он сказал, что этот человек является окончательным решением чеченского вопроса. Второй российский демократ Виктор Черномырдин, выступая на НТВ, когда ему задали вопрос о том, как он комментирует ситуацию и войну в Чечне, он сказал: я призываю российских журналистов не критиковать Путина. Он пытается сделать то, что не удалось сделать Сталину, имеется в виду депортация. Вы понимаете, депортацией чеченцев было убито 50% населения. И вы можете себе представить, что происходило в голове демократа Черномырдина, когда он говорил, что Путин пытается решить окончательно. Другой, не менее известный демократ, российский демократ, Чубайс Анатолий, выступая, стоя на руинах города Грозного в 2000 году, он говорит, призывает журналистов и называет тех, кто будет критиковать российскую армию, подонками. Он так говорит: здесь российская армия возрождается. Теперь возьмем другого, еще более известного демократа. Это Михаил Ходорковский, жертва путинского режима. Первый день, когда он вышел из тюрьмы, ему задали вопрос: прокомментируйте войну в Чечне. Он сказал: если надо, сегодня я возьму автомат и пойду на Кавказ. И это происходит после того, как они уже все знают: взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. 300 тысяч чеченского населения убито. Уже созданы какие-то, собраны материалы по военным преступлениям. Однако он готов пойти и поделить ответственность с Путиным за войну в Чечне, за убийство чеченского народа. Отношение Навального, украинской проблемы, мы все это хорошо помним, да, что Крым это не бутерброд, и его никто не собирается возвращать. Поэтому я считаю, что в данной стране, как Россия, победитель дракона сам становится драконом, как в сказке притчи Евгения Шварца. Только демонтировав империю и создав национальное государство, Россия может стать демократической. И только став демократическим государством, Россия может предложить своим бывшим колониям какие-то формы интеграции, федеративной или конфедеративной. Уверен, что многие народы добровольно примут такую интеграцию. Из генератора бесконечных войн, геноцидов и ненависти к себе Россия может стать центром мирного процветающего существования многих евразийских государств. Евразийские народы. Но для этого сначала российские либерал-демократы должны отказаться от сохранения Российской империи.